Когда мы говорим о неолите, в первую очередь надо сказать о становлении археологической науки в Якутии. Это произошло в первой половине 20 века, и в первую очередь это связано с работами Алексея Павловича Окладникова, знаменитого российского сибирского археолога, который в 1940-1946 году работал в Якутии. Это была Ленская историко-археологическая экспедиция. И он впервые по материалам своих раскопок выделил такую периодизацию каменного века Якутии. Но дело в том, что его находки больше относились к смешанным таким материалам, и периодизация больше была, ориентируясь на исследования, которые он проводил в Прибайкале. То есть сопоставляя, он хронологически их так выставил, но точно удалось подтвердить такую хронологию раннего, среднего, позднего неолита благодаря работам уже Юрия Алексеевича Мочанова. Это Приленская археологическая экспедиция, которая работала с 1964 года в Якутии. Благодаря их труду на Алдане были обнаружены многослойные стоянки, в которых в четких стратиграфических условиях были выделены эти все этапы каменного века в Якутии. Эпоха неолита в Якутии – это было время радикальных изменений в быту, в хозяйстве древнего человека. Вообще, что такое неолит? Это новый каменный век. В мировой истории это подразумевается время, когда появляются производящие формы хозяйства, то есть земледелие и скотоводство. Неолит делится на 3 стадии. Он проходил несколько эволюционных переходов от раннего периода, который называется Сыалахская археологическая культура, с переходом в средний неолит. Это Пелькачинская культура. И завершает его Эмяхтахская археологическая культура, которая существовала в промежутке между собой, где-то в отрезке на 1000 лет. В Якутии племена древних людей начинают изготавливать глиняную посуду, керамику. Это тоже было большое изменение в жизни человека. Казалось бы, что тут такого? Появился просто горшок, новый тип посуды. Вообще человек с древнейших времен пользовался посудой. Уже 50 тысяч лет назад неандертальцы изготавливали себе каменную посуду, выдалбливали себе такие миски, которые использовали в быту. Помимо этого, человек пользовался деревянной долбленной посудой, пользовался плетеными корзинками, кожаными такими сосудами для переноски, хранения пищи. Но появление глиняной посуды стало революцией, потому что она обладала качествами, которые восполняли недостатки всех предыдущих видов посуды. В отличие от каменной, ее гораздо проще делать. Человеку нужна просто глина, вода и умелые руки. В отличие от деревянной либо перестяной посуды, на глиняной посуде можно готовить на костре. И она к тому же сохраняет форму, в отличие от той же плетенки либо кожаной посуды. И при этом довольно такая долговечная посуда, относительно предыдущих. И ее гораздо проще делать. Да, это положительно сказалось на их жизни. Появление такой простой, доступной посуды, они, надо думать, стали больше питаться вареной пищей, и все это тоже положительно сказалось на здоровье. Ну а второе большое такое нововведение в жизни – это появление лука со стрелами. Это тоже для охотников было революционное открытие. Копье можно бросить метко с большой ударной силой на расстояние, скажем, в районе 30 метров. А из лука можно стрелять уже на сотни метров. То есть это вообще как ружье. И это позволило расшириться такому типу индивидуальной охоты. Человек уже может практически в одиночку, либо совсем маленькой группой выживать в условиях охотничьего хозяйства.
Человек достиг больших успехов в обработке орудий. Появляется много серийных типов одних и тех же типов орудий. То есть вот как, например, здесь мы видим топор с ушками. Человек настолько освоил этот принцип изготовления орудия, что они у него начинают изготавливаться все похожие друг на друга. Топоров, тесел, да, таких вот деревообрабатывающих инструментов. Говоря о посуде, еще хотел подчеркнуть, что они все были либо с округлым, либо немножко приостренным дном. Это, скорее всего, связано с тем, что охотники были вынуждены постоянно перемещаться с места на место. Это вынуждало их постоянно на новом месте ставить свое поселение, быстренько ставить легкие каркасные жилища, вроде чума или напоминающие якутскую росу. Разжигали костер, раскладывали камни, и чтобы на очаге горшок хорошо стоял, у него делали круглое дно. А еще гончары говорят, что тут есть практический смысл, что когда у горшка нету плоского дна, у него, соответственно, отсутствует прямой угол. Соответственно, меньше вероятность того, что сосуд треснет во время сушки и во время обжига. Это была культура, которая, несмотря на свою небольшую численность, сеалахцы, люди, жившие вот в раннем неолите, занимали огромную территорию. Практически всю территорию Якутии и даже выходили на соседние регионы, на территорию Таймыра и Чукотки. Это хозяйство охотничье вынуждало даже вот небольшие группы, вот эти численностью вот десятки человек, расселяться на огромные расстояния друг от друга, чтобы занимать охотничьи территории. Как вообще разделять среди находок вот ранний, средний неолит, поздний? И главным таким вот индикатором, благодаря чему мы можем различать эти находки, является орнамент на керамике, то, как эти горшки украшались. Вот здесь вот мы видим собранные фрагменты от разбитого горшка, который вот был обнаружен на земле. И если присмотреться поближе, у нее на внешней стенке мы видим рисунок. Они бывают трех видов. Ну, их больше, но вот главные индикаторные вот признаки. Вот у раннего неолита это сетчатая керамика. Сетчатый рисунок на внешней стенке, скорее всего, получался благодаря вот растительной сетке, которые покрывали стенку еще сырого горшка, и у него сохранялся этот рисунок после обжига. Представители среднего неолита, жившие вот после сеалахцев, белькачинцы, они предпочитали украшать свои горшки шнуровым орнаментом. Это рисунок, который получался, скорее всего, с помощью техники выколачивания. Да, как вообще горшки изготавливали? Человек руками вылепливал горшок, а потом выравнивал стенки с помощью деревянной либо костяной лопаточки, который бил по внешней стороне горшка. А чтобы стенка не прогибалась внутрь, изнутри горшок придерживали камнем, небольшим галечкой, и вот так вот, придерживая снаружи, били лопаточкой. И вот белькачинцы обматывали свою лопаточку таким вот шнуром. И вот так он оставлял рисунок на внешней стенке. Это называется технический орнамент, когда рисунок нанесен во время процесса изготовления. А третий эмаяхтахский тип керамики, он украшался с помощью вафельного, или еще, как он раньше назывался, шашечный, либо ложно-текстильный орнамент. Да? Это вот такой рисунок, напоминающий вафлю. Он тоже получался благодаря лопаточке. Только на ней, на внешней стороне лопаточки, вырезался узор, который ударами оставлял этот рисунок на стенке сосуда. В нашем музее представлены материалы работ экспедиции, которая проходила в 90-е годы на территории Центральной Якутии, а именно в долине Туймада. Это Дьяконов Виктор Михайлович, который вместе со студентами выкапывал материалы, относящиеся вот к разным эпохам Якутии, ну, в том числе вот раннему неолиту. Можно выделить погребение Вилюйское шоссе.
Здесь вот на фотографиях, на рисунках мы можем видеть это место. Рядом с Вилюйским шоссе было обнаружено интересное парное погребение. Оно было антитезного типа. Это когда умершие лежат валетом друг к другу. Там лежали погребения взрослой женщины и ребенка где-то 5-10 лет. Среди материалов не было погребального инвентаря, который обычно бывает в таких вот погребениях, но по анализам, по костям, по вот этим вот останкам удалось установить датировку. И тут такой вот спорный момент. По их архаичности, по схожести с типами таких вот находок в соседних регионах предполагается, что это относится к эпохе раннего неолита, то есть к сыалахской археологической культуре. Но вот некоторые даты показали более ранние времена. Да? Это Белькачинская средний неолит и на стыке с самояхтахской культурой. Ну, то есть это по-прежнему такой спорный момент. Но в любом случае это уникальное погребение, тоже очень интересное и по-прежнему вызывает интерес у людей. Наскальные рисунки в Якутии точно подтверждены, начинают появляться в эпоху неолита. Это были места святилища, где люди на скалах высоко очень рисовали изображения животных. Наносили они рисунки чаще всего с помощью охры. Это такой вот речной минерал красного цвета, который сохраняется на скалах тысячелетиями, несмотря на дождь, смену погоды. Получается он благодаря такой вот технике смешивания охры с животным жиром. Помимо охры рисовали еще углем. Они в процентном соотношении меньше, чем рисунки, нанесенные охрой. Рисовали они чаще всего, особенно в начале неолита, животных и свою самую желанную добычу – лося. Лось – самая большая промысловая дичь в тайге, и поэтому люди пытались таким образом применить охотничью такую вот магию, чтобы животных здесь было побольше, они размножались и сулили людям удачную охоту. Для этого они приносили жертвы духам местности, духам скалы, где были нанесены эти рисунки. Это называется жертвенники. Люди оставляли, как правило, вещи, относящиеся к охотничьему хозяйству. Это наконечники стрел, когти, кости животных. Все это оставляли в расщелины скал, которые вот потом археологи находят, изучая эти писаницы. Продвигаясь все дальше по эпохам, у человека совершенствуется, усложняется его духовный мир. И он постепенно начинает рисовать помимо животных еще самих себя. Это, как правило, сцены каких-то коллективных мероприятий, танцы, хороводы, сцены охотничьи какого-то вот действия. Появляется изображение людей с рожками. Предполагается, что это, скорее всего, изображение шаманов, которые носили шаманский костюм, в том числе и шапку с рогами, с торчащими птичьими перьями, которые вот стилистически изображались в виде рогов. Средний неолит слабо отличается от других эпох каменного века. Интересный такой предмет – игольник. Это, можно сказать, футлярчик, который сделан из полых костей, как правило, птиц, ну вот крупных животных тоже бывает. Ну вот полая кость, которую хозяйка хранила свои костяные иголки для шитья одежды. В Якутии вот с завершением ледникового периода, где-то 10 тысяч лет назад, по-прежнему сезонные холода вынуждали человека шить себе теплую одежду. И эта потребность, конечно, вынуждала человека делать из шкур себе разнообразные одежды, штаны, обувь, верхнюю одежду, шапки, перчатки. И этот навык шитья, конечно, позволил ему завоевать вообще вот эти вот северные края.
С помощью таких вот иголок хозяйки шили из шкур такую вот разнообразную одежду. С убитого животного с помощью каменных ножей соскребали шкуру, а потом с помощью скребел, тех же каменных инструментов, они с внутренней стороны убирали все лишнее, снаружи тоже вычищали кожу, и после этого ее хорошенько высушивали, дубили, да, и потом уже использовали как материал для шитья одежды. Ну вот у них, конечно, не было ниток для шитья, и поэтому они заменяли их волосами и сухожилиями животных. Здесь мы можем видеть заготовки нуклеусов. Нуклеус, слово «ядро», подразумевает, что это вот каменное орудие, то, что осталось от камня после того, как человек снял с него все необходимые фрагменты, сколы, которые, собственно, и пошли на изготовление разных изделий. Тех же наконечников стрел, пластин, вкладышей. Все это выбивается из таких вот кусков камня, кремня. Человек вот старался методично отбивать так, чтобы получилось много вот таких вот изделий. И вот они вот таких вот необычных форм остаются и говорят нам о том, что вот стоянка, где найдено много вот таких вот нуклеусов, найдено много сколов на земле, это говорит о том, что здесь была вот мастерская, человек вот занимался изготовлением каменных орудий. И вообще в литературе отмечают, что нуклеус – это такой вот швейцарский нож эпохи камня. Человек быстренько мог выбить себе необходимый фрагмент и быстренько сделать себе инструмент, который нужен ему в данный момент. Например, пластину, зазубрил ее угол и получил себе резак, например. Да? Ниже у нас здесь мы видим пест, тоже такое вот каменное орудие. Его использовали по такому же назначению, как и пест сейчас, да, вот вместе со ступкой. С помощью него растирали растительный материал и, например, ту же охру. Вот этот вот минерал, его растирали до состояния порошка и использовали для того, чтобы наносить рисунки. И также его использовали в погребениях. Например, вот в среднем неолите, в белькачинской культуре было принято умершего обильно посыпать охрой сверху. И это, скорее всего, символизирует такую вот кровь, жизнь, потому что она красного цвета и подразумевает, что человек вот переродится в загробном мире. Среди изделий вот здесь у нас можно посмотреть на наконечники стрел. Это вот треугольные изделия, у которых, как можете заметить, есть небольшая такая выемка посередине и торчащее небольшое жальце. Это вот один из признаков вот среднего неолита. Если обнаружите наконечник стрелы такой формы, то, скорее всего, она относится вот к среднему неолиту, и вы смело можете предположить, ну, возраст в районе от 5 до 4 тысяч лет назад. Помимо этого, здесь представлены, опять же, фрагменты керамики. Ну, как я ранее упоминал, орнамент на глиняных горшках является главным вот признаком, по которым происходит вот дифференциация эпох неолита в Якутии. Для среднего неолита был характерен шнуровой орнамент. Поздний неолит в Якутии начинается где-то в районе 4000 лет назад и называется Ымяхтахская археологическая культура. Он выделяется тем, что это завершающий этап каменного века в Якутии. Это время, когда человек уже достиг совершенства в обработке камня. Очень много каменных изделий, очень сложная обработка на их поверхности. Они научились в совершенстве их шлифовать, придавать им такого вот очень аккуратный, изысканный вид, вот как, например, вот каменное копье. Из таких вот характерных признаков, относящихся к этой эпохе, можем выделить вот наконечники стрел, которые имеют вот трехгранную, четырехгранную форму. Это тоже вот один из таких вот признаков данной эпохи. Опять же, самый главный признак – это вот керамика.
на внешней стенке которой появляется такой вот вафельный орнамент. Или как он еще назывался раньше, ложно-текстильный, потому что тоже, опять же, похож, да, вот на текстильный такой вот рисунок, текстуру. Он тоже наносился с помощью лопаточки. Только на лопаточке вырезался специальный узор, который оставлял свой след на сырой стенке сосуда на этапе его формовки. Здесь вот у нас показаны фотографии на местах, где проходили раскопки. И можете себе представить, как, собственно, происходит археологическое изучение местности. Но здесь мы на фотографиях видим, как большой коллектив, это, как правило, преподаватель вот со студентами, историками, которые в рамках археологической практики выезжают в поле и работают вот несколько недель на природе, раскапывая вот эти археологические находки. Здесь мы видим, что люди аккуратно вот работают каждый по своему участку в маленьких квадратиках, которые называются шурфы, когда участок метр на метр выделяется под человека, чтобы не повредить вот эти вот мелкие предметы. И их требуется очень аккуратно выкапывать постепенно с помощью мастерков, кисточек, чтобы зафиксировать глубину, место залегания находки, чтобы потом археологи могли в рамках вот уже камеральной обработки точно знать, где их нашли, на какой глубине, под каким слоем, и чтобы знать вот периодичность, вот стратиграфию и делать научные выводы. Именно к позднему неолиту относится самое ценное погребение, которое выставлено в нашем музее. Это Кюрдюгенский воин. Он был определен по возрасту как XIV век до нашей эры, ну или, проще говоря, 3400 лет назад. Это, получается, завершающий поздний этап эмеахтахской культуры. Уникальное погребение до сих пор остается для всей Северо-Восточной Азии, потому что у него полный комплект вот, защитного вооружения, как доспех и щит. Вот все это снаряжение воинское, вот такое вот тяжелое вооружение защитное, говорит о том, что общество было дифференцировано уже. Значит, это появилась какая-то централизация власти, значит, уже получается. Выдвигаются какие-то профессиональные воины, которые облачаются в такие доспехи. Потому что снаряжение вот такими доспехами, обладание таким щитом требует специальных навыков. И до сегодняшнего дня остается вот самым ярким памятником эмеахтахской культуры.